Tere, head sõbrad! Здравствуйте, дорогие друзья! Mul on suur rõõm teid tervitada. Я очень рад вас приветствовать. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind Пусть Господь благословит тебя и сохранит тебя. ja las Issand lasta sinu elul korda minna. И пусть Господь позволит успех в твою жизнь. Me oleme üks privilegiseeritud põlvkond. Мы одна привилегизированное поколение. Seda selles mõttes, et vaatamata piirangutele Jumala sõna saab ikkagi levida. Это в том смысле, что несмотря на ограничения, Божье Слово может идти дальше. Ja kui mõelda, et 2000 aastat tagasi, kui Kristuse 12 jüngrit maa peal kuulutasid evangeeliumi, И если задуматься о том, что 2000 лет назад 12 учеников Христа провозглашали Евангелие, siis selliseid võimalusi ei olnud. то у них не было таких возможностей. Aga meie saame täna olla omavahel ühenduses ükskõik, kus maailma punktis sa oled. И мы можем быть друг с другом подключены в любом населении этого мира. Saame vaadata Jumala sõna, saame jagada Jumala sõna. Мы можем смотреть Божье Слово, мы можем делиться Божьим Словом. Nii et tänu Jumalale tehnika eest. Так что слава Богу за технику. Mina tahtsin täna rääkida sellisel teemal nagu Jumala usaldamine. Я хочу поговорить сегодня на такую тему, как доверие к Богу. Ja teate, Jumala usaldamine on üks ravim paljude tõvede vastu, mis meid võivad tänapäeval rünnata. И знаете, доверие Бога – это одно лекарство против многих болезней, которые могут нападать на нас. Ja tihti on meil olukordi, kus me saame aru, et meie ei saa siin mitte midagi teha. И часто у нас есть ситуации, когда мы понимаем, что мы ничего не можем сделать. Tihti me kuuleme ja näeme asju, millest me ei saa aru. Часто мы слышим и видим те вещи, о которых мы не понимаем. Ja meil ei ole vastuseid nendele asjadele. И у нас нет ответов на эти вопросы. Aga ravim nendele olekski Jumala usaldamine. Но лекарство для них было бы это доверие Богу. Kui me usaldame Jumalat, siis see on ravim näiteks muretsemise vastu. Потому что когда мы доверяем Богу, это лекарство, например, против переживания. Või erinevate pingete vastu. Или против разных напряжений. Või teadmatuse vastu. Или от незнания. Või ebakindluse vastu. Или когда мы не доверяем. Aga kui me õpime Jumalat usaldama, Но когда мы учимся доверять Богу, siis sellel on tagajärjed. тогда у этого есть свои последствия. Ja need tagajärjed on rahu, И эти последствия – это мир, lootus, надежда, kindlus уверенность, ja head magatud ööd, хорошие ночи с хорошим сном, stabiilsus стабильность ja nii edasi ja nii edasi. и так далее, и так далее. Aga kui me ei õpi Jumalat usaldama, Но если мы не научимся доверять Богу, siis ka sellel on tagajärjed. то у этого есть тоже свои последствия. Ja nendeks on muretsemine, И это есть переживание, pinged, напряжение, teadmatus неуверенность, незнание. ja sealt edasi juba segadus. И оттуда дальше уже разочарование. Ja kui me ei saa asjadest aru, siis me satume segadusse. И если мы не понимаем, то мы как бы в неуверенности. Aga Jumalat usaldades me ei üritagi kõigest aru saada. Но когда мы доверяем Богу, то мы даже не пытаемся понять все. Ja Jumalat usaldades me ei ürita kõiki asju ise valmis panna või välja mõelda või kõigi asjadega ise võidelda. И доверяя Богу, мы не стараемся все вещи сами подготовить, узнать и бороться против всего сами. Aga parim on see, kui Jumal tuleb, võitleb meie eest. Но лучше это то, когда Господь придет и будет бороться за нас. Kui Jumal mõtleb meie eest. Когда Господь думает за нас. Ja tema teab, sest ta on kõikvõimas Jumal. И Он знает, потому что Он всемогущий Бог. See annab meile tohutu vabaduse. Это дает нам большую свободу. Ja miks mitte usaldada teda, kes on andnud meile selle elu. И почему не доверять Ему, кто дал нам эту жизнь? Kes on loonud selle universumi. Кто создал эту вселенную? Kes on loonud nähtava ja nähtamatu maailma. Кто создал то все, что видимо и что невидимо в этом мире? Vaimuliku ja ilmaliku maailma. Духовный и мирской мир. Miks mitte usaldada Jumalat? Почему же не доверять Богу?
Jumala usaldamine on valik, mida igaüks saab ise teha. Доверие Богу – это выбор, который каждый из нас может принять сам. Ja inimesed igapäevaselt usaldavad paljusid asju. И люди каждый день доверяют разным вещам. Usaldame pankasid, Мы доверяем банкам, usaldame teleoperaatoreid. своим операторам телефона. Meil on teatud automargid, mida me siis usaldame, sest me oleme kuidagi teada saanud, et need on head. У нас любимые марки машин, которым мы доверяем, потому что мы как-то узнали, что они хорошие. Me usaldame mitmeid inimesi enda ümber, Мы многим людям вокруг себя доверяем, sest me oleme kuidagi näinud, et nendega on koos turvaline olla ja nad ei peta, nad on vastutustundlikud. потому что мы как-то узнали, что с ними вместе мы в безопасности, они не обманут и они верные. Üldiselt usaldatakse neid inimesi rohkem, kes ei peta. В основном доверяют тем людям больше, которые не обманывают. Aga Jumal on see, keda me võime usaldada 100%. Но Господь тот, кому мы можем доверять 100%. Ja üks asi, millest ma olen ka aru saanud, on see, et Jumalal on alati õigus. И одно, что я понял, это то, что Бог всегда прав. Tal on alati õigus ja ta teab paremini. Он всегда прав и он знает лучше. Seda ma arvan sellepärast, et mul on olnud näiteks mitmeid palveid, mida ma olen Jumala poole palvetanud. И это я знаю, потому что у меня были некоторые молитвы, которые я молился и просил у Бога. Ja ma tunnistan, et mõned nendest on olnud küllaltki isekad. И я признаю, что некоторые из них были очень такие эгоистичные. Ja vahest ma olen palunud asjade eest, mida ma tegelikult ei vaja või mis mulle tegelikult ei tee head. И иногда я просил те вещи, которые мне на самом деле не нужны и которые не сделают ничего хорошего в моей жизни. Ja sellistel puhkudel ma ei ole saanud neid vastuseid nii, nagu mina ootasin, aga Jumal on vastanud sellegipoolest. И в такие моменты я не получала от Бога ответ так, как я ждал, но Бог все-таки отвечал. Ja ta on teinud seda hoopis palju paremal viisil И Он делает это совсем по-другому и намного лучше. ja omamoodi ja omal ajal. По-своему и в свое время. Ja ma olen lihtsalt ise veendunud selles, et teda saab usaldada 100%. И я убедился сам в этом, что ему можно доверять 100%. 10 aastat tagasi ma usaldasin oma elu Jumala kätte. 10 лет назад я доверил свою жизнь Богу. Ja ma ei ole selleks mitte päevagi kahetsenud. И после этого времени я ни одного дня не жалел об этом. Nii et minu soovitus ja julgustus sulle on usalda Jumalat. Так что мой совет и ободрение для тебя это то, что доверяй Богу. See osa, mis on meie teha, see tuleb meil endal teha. Потому что это часть, которая мы должны сделать, нам надо самим сделать. Aga see, mida meie teha ei saa ja millest me aru ei saa, selle usaldame Jumala kätte. Но то, что мы не сможем делать, то это отдадим в Божьи руки. Ja see on tohutu vabadus. И это большая свобода. Usaldada teda. Доверять Ему. See on üks väga efektiivne ravim. Это одно очень эффективное лекарство. See on 100% toimiv vaktsiin. Это вакцина, которая работает 100%. Usaldada Jumalat Доверять Богу ja teha oma osa. и сделать свою часть. Usaldada Jumalat ja teha head. Доверять Богу и делать добро. Amen. Аминь. Mul oli 3 mõtet ka, mida ma tahtsin siia lõppu öelda. У меня есть 3 мысли, которыми я хочу в конце поделиться. Ja mis võiks meid aidata praegusel ajal. И который может помочь в наше время. Ja esimene mõte on see, et psalm 34:2. И первая мысль это 33-й псалом, 2 стих. Ja see on tänulik meel. И это благодарная душа. Ma tänan Issandat igal ajal. Благословляю Господа во всякое время. Alati on tema kiitus minu suus. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Nii et ükskõik, kas on praegu rahulik aeg või segane aeg. Так что неважно, сегодня спокойное время или беспокойное. Kas ma olen mäe tipus või olen all orus. Нахожусь я на вершине горы или внизу во враге. Aga ma hoian tänulikku meelt, ma tänan Isandat igal ajal. Я буду держать благодарную душу и буду благодарить Бога в каждое время. Ja alati on tema kiitus minu suus. И непрестанно хвала Ему в устах моих. Ja kui mul on selline hoiak, И если у меня будет такое противостояние, selline hoiak,
так я буду держать этого и так вести себя, siis minu teed lähevad korda. то мои пути будут идти хорошо. Teiseks, 2 Timoteuse 1:7. Во-вторых, 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Meile on antud väevaim. Нам дан дух силы. Meile ei ole antud arguse vaim. Meil ei ole vaja karta midagi, aga meile on antud väe, armastuse ja mõistlikkuse vaim. Нам дан не дух боязни, но силы, любви и целомудрия. Ja siin ütleb, et Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Здесь сказано, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Meil ei ole midagi karta, Нам нечего бояться, sest meil on antud väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaim. потому что нам дано дух силы, любви и целомудрия. Usu seda ja seisa selles. Верь в этом и стой на этом. Ja kolmas mõte, И третья мысль, mis ma tahtsin jagada, которой я хочу с вами поделиться, oli Matteuse evangeeliumis 16. peatükk это Евангелие от Матфея, 16 глава, ja 25. salm. 25 стих. Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Täna võib-olla paljud mõtlevad, et mis must saab. Сегодня, может быть, многие думают, что будет со мной. Äkki muga juhtub midagi. Может быть, со мной случится что-то. Äkki mu pereliikmetega midagi juhtub. Или с членами моей семьи что-то случится. Aga kui me oleme Jumala tahtes, Но если мы в Божьей воле, kui me teeme seda, mida Issand on meile öelnud, если мы будем делать то, что Господь сказал нам, kui me liigume mööda seda teed, kuhu ta meid on kutsunud, если мы будем идти по этому пути, куда Он призвал нас, siis ta varustab meid тогда Он вооружит нас, ja me hoopis võidame. и мы победим. Me ei kaota oma elu, aga me hoopis leiame selle, Мы не потеряем свою жизнь, но мы найдем ее, sest Issand on meiega потому что Господь с нами, ja see on tema sõna. и это Его Слово. Nii et ma loodan, et see on sulle julgustuseks Так что я надеюсь, что это ободрение для тебя. ja lõpetame palvega, palvetame üheskoos. И давайте закончим молитвой и будем вместе молиться. Kallis taevane Isa, Дорогой Отец Небесный, me täname sind, мы благодарим Тебя, et sa oled andnud meile ühe ravimi, usaldada sind. что Ты дал нам одно лекарство, доверять Тебе. Ma tänan, et sa oled andnud ühe vaktsiini, usaldada sind. Я благодарю, что Ты дал нам эту вакцину, доверять Тебе. Ja seda me teeme. И это мы делаем. Issand, ma palun, et meie usaldus võiks kasvada sinu vastu. Господь, я прошу, чтобы наше доверие к Тебе росло. Ma palun, et igaüks õpiks usaldama sind. Я прошу, чтобы каждый учился доверять Тебе. Las tänulikkuse meel meis tõusta. И пускай дух благодарности будет расти в нас. Jeesuse Kristuse Во nimel. имя Иисуса Христа. Las me olla veendunud, las me seista selles ja las see tulla meie elus esile, et sa oled andnud meile väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. И пускай мы будем уверены в этом, мы будем стоять на этом, что Ты дал нам дух силы, целомудрия и любви. Meil ei ole antud arguse vaim, aga ma tänan, et sa oled andnud meile väe ja mõistlikkuse ja armastuse vaimu. И нам не дан дух боязни, но дух любви, силы и целомудрия. Ja ma tänan ka, et me ei kaota oma elu, kui me oleme sinuga, vaid me võidame selle. И я благодарю, что мы не потеряем жизнь, когда мы с Тобой, но мы победим. Ma tänan, et sa oled meiega Я благодарю, что Ты с нами. ja kiitus ja ülistus olgu sinu nimele. Хвала и прославление Твоему имени. Alati on minu kiitus sinu suus. Всегда моя хвала будет в устах моих. Alati on sinu kiitus minu suus. Всегда Твоя хвала будет в устах моих. Ülistatud olgu sinu nimi. Пусть прославится Твое святое имя. Amen. Аминь. Ma õnnistan igat ühte, kes vaatab. Я благословляю каждого, кто сейчас смотрит. Ole õnnistatud sina ja su pere. Будь благословен ты и твоя семья. Ole kaitstud sina ja su pere. Будь сохранен ты и твоя семья. Ja kui sul on küsimusi, siis sa võid meile julgelt kirjutada. Если у тебя есть вопросы, ты можешь написать нам смело. Kui sul on palvesoove, sa võid meile julgelt kirjutada nendest. Если у тебя есть молитвенные просьбы, то ты можешь написать нам об этом. Ole väga õnnistatud. Будь очень благословлен.